Привет из солнечного Крыма. 24 апреля. Феодосия на связи, а точнее Орджоникидзе. Маршрут дня. Орджоникидзе, Феодосия, частично Коктебель и назад в Орджоникидзе. Вечерний выезд на кофеек на набережную Феодосии. Так, прокатимся. Прокатимся в Феодосию. Недавно приехал с тренировки, он делает дорогу. Асфальт тоже так положили прилично. Ну, в общем, да. Сегодня после тренировки со спортзала недавно приехал, поел, и вот едем на вечерний выезд. Вечерняя велопрогулка по окрестностям Феодосии. Сегодня плюс 20. Вчера было плюс 17, плюс 18. Вчера ездил в Зеленогорье. Озеро такое есть в Зеленогорье за морским. Сюда веселое, морское, и за морским там направо в горах деревушка маленькая и озеро, там водопад, источники, такое красивое местечко. Объезжают так нормально, молодцы. А мы ж по трассе ехать не будем, все равно нам по нашей дороге, по горной. Тепло так сегодня относительно, ветра нету, хорошо. Так, что, прямо поехали прямо сейчас, а там дальше поднимемся в горы. Что-то, короче, амортизатор стал спускать уже как неделю, где-то до 100 атмосфер. Я его держу, ну, я его накачиваю до 200, ну, там, пускай там спустит там 180, 190. А это что-то при езде вот по уже начал спускать. И когда вот качаю, смотрю 100, а 100 это как бы маловатенько. Короче, надо снимать и отдавать, чтобы посмотрели. Может, там что-то надо подсмазать, подшлифовать, под что-то там. В общем, что-то надо сделать. Ой. Что-то надо сделать.
стоянке возле моря. Нам на машине сюда проезжать нормально. Но здесь пляжи, если честно, особо такие себе. Я не знаю, кто здесь любит отдыхать. Такое место на любителя. То, что жилье прям на берегу моря, это да. Но есть вот Эллинге в Приморском, на вот тут берегу, так там песчаный пляж, там кайф. А здесь галечный и такой, ну, не совсем широкий и не совсем длинный, такой себе, в перемешку, ну, то есть так себе. А вот в Приморском классно. Это типа как в этом, в Утёсе, вон такая волна. Ух ты, блин, поехала. Тут грязючка. Это как в Утёсе, район Алушты. Там тоже все жилье на берегу. Но там, блин, тоже пляжи. Там их, можно сказать, нету. Там плиты одни. В основном. И ты на этих плитах загораешь. И с этих плит сладишь в море. Сюда. Вот. Но, конечно, то, что море у твоих ног, это да. То, что вышел с номера, и вот оно, море. Ну, пляж, блин, пляж вообще, ну, никакой. Любят, есть, да, люди любят. Я, например, люблю пляж, чтобы нормально был, чтобы пришел, нормально выпасть, нормально почилить, отдохнуть. А такие пляжи, короче, на любителя, да. Раньше я сюда вообще думал, что я сюда не смогу подняться. А потом поднялся. Такой, думаю, нифига себе. Заезжаю. А со стороны всегда смотрел. Думаю, нифига себе подъемчик. А сейчас заезжаю и уже нифига. Можно заезжать. Фу. Вот такие дела. Ну, мы едем дальше, да, по своим местам. По своей тропе здоровья. По своей тропе здоровья едем в горы. Вчера вот в этот ездил в Зеленогорье, 3-й аккумулятор брал. Так вот я проехал до Судака километров, по-моему, до заправки. Километров 25, что ли, или 30, уже не помню. Да, что-то километров 25 или 30 у меня вышло. На ЕМТБ. А потом уже с заправки до Коктебеля на турбо. Я в Коктебель уже приехал и в Коктебеле поставил 3-й аккумулятор. И мне хватило домой, и у меня еще осталось там деление и половинка, грубо говоря, на километров 15 еще. Вот. Так что вообще вчера можно было на турбо весь маршрут ехать. А вчера у меня вот получилось с этого озера Зеленогорья до Судака, до Орджоникидзе 77 километров. Вот.
77 километров. Там конюшня. Да, сейчас будет на подъеме жарковатенько. И again. Вчера очки свои искал. Так и не нашел, где-то потерял очки свои дорогие. Кто найдет летом, пишите за вознаграждение. А не, их уже местные найдут. Скажите, нифига себе находка. Да, такие. Именно с фотохромной линзой, именно спортивные вот очки, да. Ну, наверное, считаются одни из самых дорогих или самых таких крутых очков. Там что-то еще есть в районе 30 тысяч некоторые модели, но эта модель прям вообще цвет такой, блин, бомба. Ладно, может купим еще такие, надо там на сайте Контру сделать этот запрос, чтобы когда они у них появятся, чтобы мне сообщили. Контру, вот такой магазин. Я там уже и очков много у них покупал, и курточки такие офигенные, и там перчатки, там что-то еще там. Такой магазин большой у них. Выбор, сеть магазинов же по всей России. У них прям выбор огромнейший. Такой именно, да, аккаунт. Я еще много заказываю на ваш велосипед. Тоже там большой у них выбор. Вот. Есть такой. Потом на этом еще бывает заказываю. Как там его? Как же называется, блин? Забыл название. Тоже у них большая сеть магазинов по всей России. Да, вылетело с головы. Потом вспомню, покажу. Ну вот, да, 3-4 магазина самые такие в России, которые именно самые такие известные и популярные. А, еще есть спорт-марафон магазин. Тоже там у них сеть магазинов и тоже выбор большой по этим, как одежде, аксессуарам, запчастей нет. У них больше по одежде, по аксессуарам. По запчастям я больше на Авито заказываю всяких там частников и на ваш велосипед. Раньше вообще, как только начинал ездить на велосипеде,
заказывал просто там на этом ваш велосипед. Все там, и покрышки, и сумки, и кассеты, цепи. Ну, в общем, запчасти все там у них заказывал. А потом что-то пару раз заказал на Авито. И просто на Авито, если находишь, то оно же есть в наличии, тебе сразу отправляют. А на ваш велосипед там не всегда оно есть в наличии. Надо ждать там пару дней, пока они его соберут. Заказ. Так что на Авито в этом плане быстрее, чем на сайтах. Ну, бывает такое, что пишут там срок доставки, типа есть в наличии, там через день-два уже высылают. А на ваш велосипед я и обуви там много заказывал, МТБшные, и шлемы. Короче, вообще одежду, обувь, запчасти заказал там. Там прям выбор такой. Погнали. Городские. Может, сегодня еще попытаем счастья. Поищем очки. Но что-то я сомневаюсь, что я их найду уже. Их уже кто-то подобрал где-то. Там в одном месте еще, может быть, я потом, когда буду ехать назад, посмотрю. Ну, что-то я сомневаюсь. Жарко. Жарковатенько. Ветра практически нету. Вообще кайф. Кайф нереальный. Без ветра. Опа. Опа, опа. Опа, опача. Сейчас станем. Здесь видок такой вот. Не хочу тут ехать, тут обрыв так себе опасненько. Пройдемся. Уже 18:30. Давай, 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 давай. Вау. Что-то помощник сегодня вялый. Еле-еле. Давай, помощник. Крути педали. Оп-оп-оп-оп. О, сейчас погоним наверх. Опа. Опа, опа, опача. Мы из красного луча. Фух. Да, жарко на подъемах. Ой.
По тропе здоровья наверх заезжаем. Травы столько, капец. Гири-гири. Гири-гири. Гири-гири-гири-гири. Ух ты. Камни какие-то там. Погнали городские. Фу, хорошо. Оп-оп. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. О! Фу. Красота, ляпота. Погнали. Погнали дальше. Ричард. Но это на самом деле подъем такой, фигня. Что тут, метров 200 вверх. А вот 1500 вверх. Ого, вот это подъем. Я помню, с друганом мы по Ялте там рассекали 3 года назад по горам. С Ялты, с набережной выезжали и погнали в сторону Массандры, Айпетри, там то на 1200, то на 1400 ехали. Поднимались вверх. Там, конечно, да, там пыхтишь, кряхтишь. Ну, не, ну мы с остановками там поднялись на 500-600 метров, делали привал, перекурили, потом дальше поехали. Но именно дело в том, что мы все время ехали. У нас не было такого, чтобы мы катили велосипеды. Все время ехали. И причем мы, по-моему, ехали не на турбо режиме, а на МТБ. Потому что у нас, по-моему, были... у него 625 ватт был, а у меня 1000. Но у меня вес был больше, чем у него. Ему хватало подняться наверх, а мне не хватало, и у меня 1000 была емкость батареи. В общем, мы да, в горах кайфовали. Тут ветер, как обычно. Ну да, ветерок дует. Вот такая красота сегодня. Погодка такая пасмурная.
Ладно, погнали. Стоять тут. Ветер. О, перерыли. И здесь перерыли. Все. Капец. Что они тут все роют, копают. Перерыли уже и там. Скоро уже здесь и ездить нельзя будет. Перероют все, закроют доступ к горам. Так что пока ездим, наслаждаемся. Но на машине там уже точно теперь джип-туры в этом году ездить не смогут. А там красиво так было, они спускались, туристы там, о, класс, въезжали там. А в этом году все, фига там. Теперь будут по дороге только ездить, по асфальту там внизу. Да, там машина уже все, фига проедешь. Так что джип-тур уже будет в этом году в районе Феодосии не актуально. Не, ну так, местами где-то все равно будут возить. Но там в том месте, конечно, красивое место, там такой спуск был. Они в основном отсюда, с Феодосии, едут и вот там внизу спускаются, а все уже фига. Теперь будут направо уходить и на асфальт выезжать. Ну вот как-то так, да. Сейчас будем спускаться в частный сектор Феодосия. Да, сегодня погодка такая пасмурная, но тем не менее прокатиться нормально. По крайней мере, хоть температура плюс 20, а не там плюс 10 или плюс 15. Ну то есть относительно не холодно, скажем так. Ну и ветра тут пока нету. А сейчас буду назад ехать, как обычно, на челноках, там ветер встречный будет фигачить. Эзы, здрасте. Эзы, Насти. Эзы, здрасте. Эзы, Насти. Эзы, здрасте. Опа. Опа, опача. Опача. Камера что-то, блин, наклоняется как-то неправильно. Надо, получается, спину назад делать, чтобы видно было дорогу.
Все летит по сторонам. Камни, камни летят. Блин, забыл сфотографировать. Ух ты, камень какой большой, блин. Красота, да? Сфотографируем. Ну что, погнали дальше на спуск. Лесок такой небольшой. Опа! Ух! Камни. Ух ты! Так, ну вот мы спустились уже в частный сектор Феодосии. Ну что, погнали на набережную пить кофе. Частный сектор Феодосия, район Генуэзской крепости, там где-то дальше.
Феодосия. Пасмурно, люди все равно гуляют на мотоцикле, ездят. Нормально притопили. Поезд едет, надо подождать. Где он там едет? Поезд где едет, не видно. С левой стороны нет, не видно, справа не видно, слева тоже. Поехали. Ну тут, как всегда, ветер на набережной. Штормит. Да, ветер, но теплый ветер. Ветер теплый. Сейчас возьмем. Штормит. Бегуны. Где-то мое кофе. Я, кстати, деньги взял, что я приехал. А? Может, я не взял с собой деньги. Здрасте. А сейчас я посмотрю, я взял с собой деньги.